Вся моя жизнь уместилась в одной коробке, шутит, демонстрируя нам свои награды и благодарственные адреса инвалид второй группы Иван Багаев. Уроженец города Цхинвала. Более 60 лет назад судьба забросила его в Тхуарчал, и с тех пор он верно служил своей большой стране под названием Советский Союз. Ударник коммунистического труда, победитель социалистических соревнований в разные годы. Лучший общественный инспектор по охране труда, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, почетный шахтер и много других званий и наград в арсенале у Ивана Самсоновича. Орден трудовой славы. Это юбилейный медаль, это в армии служил, 20 лет победы. Ветеран труда. Это ваши, это ваши. Медаль за отвагу. Да. Это победил всех. Всех всевозможных соревнований, да? Молодой гвардеец пятилетки. Бронзовый, серебро. Если война не была бы, я получил бы еще золотой, вот сюда. Это больше, чем героя, значило. Учился он в Кутаиси в техникуме по специальности горное дело. После учебы послали на практику в шахтерский городок Джентухуа, где и остался жить насовсем. 20 с лишним лет он проработал на шахте горным мастером и говорит, лучше профессии нет на земле. Как он вспоминает, первую зарплату получил в 1962 году, 100 рублей, но этих денег не хватало на содержание семьи, и поэтому пошел работать еще и простым рабочим. С грустью Иван Самсонович отмечает, что никто уже не поздравляет его с Днем шахтера, который попадает на последнее воскресенье августа. Ведь тех, кто работал с ним, практически нет в живых, а сегодня это уже не востребованная профессия. Шахта это шахта. Шахта это моя гордость была. Это шахта. Без шахты. И даже снесся. Ни ресторан, нигде не снесся, только шахта. Работали. У меня ребята хорошие, молодые и старые тоже попадались, такие, которые поддерживали меня. На шахте одна бригада не была, которая называет друг друга по отчеству. Я их научил. Иван Самсонович, Иван Семенович, Василий Васильевич, Иван Васильевич. Всех по отчеству называют друг друга. Уважение было у нас такое крепкое. А сейчас остались в Тхуарчале шахтеры? Нет никого. Один старик там живет где-то там. Когда началась война, Иван Багаев и двое его сыновей, Эдуард и Артур, ни секунды не думая, встали на защиту Родины. В первые дни войны в городе создали роту. Отец и сыновья Багаевы вступили в нее. Затем их всех разбросало по разным местам. Отец воевал с беслахупскими ребятами. Младший сын Артур находился в отряде у Беслана Квициния. Он вернулся живой с войны, но получил контузию. Инвалид второй группы. А вот старший сын Эдуард погиб 5 июля в Тамыше, посмертно награжден медалью за отвагу. А у него было 5 дней выходных. Когда услышал, что там это баржу надо принимать, он встал и ушел. Еди, куда идешь? Сейчас приду. И ушел. И они наступают, эти грузины. Сильный обстрел был, он командира вот так накрыл. Он живой остался, ему ранило вот сюда. Сколько? Сразу нет, сразу не привезли. 2 дня там еще не могли привезти, нет транспорта, еще там остался в больнице. Когда привезли в больницу, еще там все. Нормально голову еще, да, никто не знает, что там, сколько. И утром умер в больнице. А когда этот человеку орден Леона дали, кого спасал, командира. Все. Редко когда вспоминаю. Он свой орден принес и моему сыну на портрет повесил. Эдику тоже медаль за отвагу, орден свой подарил. Я за счет него, говорит, я живой.
И после гибели сына Иван Самсонович не бросил оружие и был до конца со своими однополчанами. «Родину надо защищать. А кто, если не мы?» – говорит он. Сегодня Иван Багаев со своей супругой Валентиной живут в Творчале одни. Внуки, сын и правнуки в Сухуми. Багаевы не захотели оставить свой любимый город, в котором похоронен их сын Эдуард. В этом году Ивану Самсоновичу исполнилось 80 лет. Юбилейную дату он отметил скромно – дома. Никого не имею, с супругой пришли, попили это самое, лимонад. Ничего не отметили, как отметили. Друзей нету, никого нету, кого позовешь. Кто-то уехал, кто-то умер, никого нету. Вот уже 56 лет рядом с ним находится его верная спутница Валентина, которую он привез в Абхазию из Калужской области. Вместе растили детей, выживали в блокадном Творчале, делили кусок хлеба с соседями в послевоенные тяжелые годы. В прошлом году, в День семьи, любви и верности в посольстве России в Абхазии, супружескую пару Багаевых наградили медалью. «Она моя самая надежная опора в жизни», — говорит он, «ведь благодаря ей я сумел вырастить настоящих патриотов этой страны». Эсма Джикерба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.